Здравствуйте, вас снова приветствует тележурнал о футболе. Напомню, мы работаем под девизом ФК Уфа «Даешь премьер-лигу». В ближайшие полчаса вас ждет немало интересного, и вот главные темы сегодняшнего выпуска. Турецкие вести. Уфа продолжает зарубежный сбор. Артур Валикаев. Будем ставить задачи выход в премьер-лигу. Стерлитамакская кровь, башкирское сердце. Мы из Мини. Против нашей команды все будут настраиваться с двойной энергией. Второй игровой день республиканского чемпионата. Ребята с нашего двора. Здесь нет должностей, здесь нет чиновников. Перед футбольным мячом все равны. Начнем с последних новостей из Турции, где наша команда ведет подготовку ко второй части дебютного сезона в ФНЛ. Благодаря работе клубного оператора Ильшата Мухудинова у нас есть возможность визуально наблюдать, что происходит в турецкой Алании. Регулярные тренировки с немаленькой нагрузкой, серия товарищеских матчей с разнообразными соперниками, от лидера немецкой региональной лиги «Север» Хольштайн Киль до молодежной сборной Венгрии, видеоконференции с потенциальными новичками команды и многое другое. Разнообразие событий в турецкой Алании скучать Уфе не дает. Из последнего отметим также подписание контрактов с защитником Ильей Гультяевым и нападающим Константином Подкорытовым, а также появление на просмотре экс-игроков Алании Владикавказской, защитника Дмитрия Грачева и форварда Дмитрия Голубова. А теперь обещанное интервью с Артуром Валикаевым. Стерлитамакский воспитанник не скрывал своих эмоций по поводу возвращения в родную республику, поэтому старался отвечать достаточно откровенно. Беседа произошла в Уфимском аэропорту перед тем, как наша команда отправилась на турецкий сбор. У меня папа и родной брат отца, любители футбола. На профессиональном уровне не играли, но довольно-таки так любят футбол. И в 6 лет, в принципе, меня отвели в секцию. И пошло-поехало. Хотя сначала начал с тенниса, но все-таки выбрал футбол. Вроде неплохо получалось. И так, потихоньку, дубль, в основу попал. Практически ни одного матча не пропускал, там плюс еще и мячи подавали, когда детьми были. Много на кого можно было подражать, там, в принципе, Арищук приезжал, там, Нечай, много известных футболистов. Потом в первую лигу вышли, там и Тихонов приезжал, было на кого посмотреть. Это все само собой было, в принципе. Начинал я все-таки с нападающего, потом потихоньку в опорную зону. И так вот, в принципе, неплохо получалось. И, плюс данные вроде позволяют. Как бы в центре высокого роста нормально получается. Обидно не было, наоборот, было приятно то, что привыкли в команду. Я там слетал на выезд, в принципе, тоже положительные эмоции были. Но там, конечно, конкуренция была очень высокая, поэтому ничего обидного не было. Наоборот, было приятно тренироваться с такими мастерами. Первый матч с Давид. Сложный вопрос. В принципе, такой неудовлетворительный сезон. Мы вылетели из первой лиги, хотя всеми силами пытались остаться. Там было много подводных течений, плюс финансирование было не очень хорошим. Поэтому, в принципе, все случилось так, как должно было случиться. А вообще, для меня неплохой сезон сложился. Меня заметили селекционеры, плюс Побегалов, который пригласил меня в следующем сезоне в Урал. Поэтому такой продуктивный сезон получился. Отошло на задний план это просто. Плюс Жо — это футболист, который играл в ЦСКА, кто не знает. Прическами похожи были в то время. Так как он уехал из России, в принципе, прозвище это и забыли. Сейчас больше по фамилии называют. Все это было, конечно, такие взлеты и падения, в принципе. В премьер-лиге было очень приятно поиграть. Там сразу чувствуется уровень, другие скорости. Конечно, вот эти переходы в команды ниже уровня, конечно, такой отпечаток оставляет. Но, в принципе, не расстраиваюсь, стараюсь работать над собой. Думаю, еще поиграю в премьер-лиге. Надеюсь, даже с местной командой Уфой.
Да, номер 25. Да, мы, в принципе, встречали Новый год вместе, отметили день рождения тоже все вместе. Мы общаемся очень довольно-таки плотно. При каждой встрече пытаемся встречаться, в принципе, когда приезжаем в город. Там только Артем, в принципе, уезжает, он во второй лиге в Пскове играет. А Артур, в принципе, они все в городе. Саша Панковец тоже поиграл в Судовике. При первой возможности встречаемся. В принципе, мы с ним знакомы по работе в сборной в молодежке. Я думаю, ничего необычного не будет. Будем работать. Я знаю, ребята рассказывали, такие интересные тренировки, в принципе. И команду подготовил считанные минуты, в принципе, для первой лиги, хотя готовились ко второй. Так что, думаю, все будет хорошо. Думаю, не в этом, так в следующем году будем ставить задачи выход в премьер-лигу. Я думаю, Уфа ждет этого. Продолжаем представлять потенциальных новичков футбольного клуба «Уфа». На очереди белорусы Алексей Сквернюк и Михаил Барановский. Алексей Сквернюк, 27-летний полузащитник, уроженец Минска, имеет двойное белорусско-российское гражданство. Свою профессиональную карьеру начал в Минской «Звезде». В 19 лет переехал в самарские «Крылышки». Несмотря на то, что в свой первый сезон на берегах Волги не сыграл за основу ни одного матча, получил бронзовую медаль чемпионата российской премьер-лиги. Дебютировал в элитном дивизионе Сквернюк летом 2005 года. Всего за 5 неполных сезонов в «Крыльях Советов» сыграл в 46 матчах чемпионата РФПЛ и забил 3 мяча. Участвовал в 2 играх Кубка УЕФА. В матче 2008-го получил тяжелую травму в товарищеском матче сборной Беларуси против турок, и за самарский коллектив больше не выступал. После восстановления Сквернюк перешел в команду первого дивизиона «Кубань». С краснодарцами он дважды выходил в премьер-лигу, завоевав золотые и серебряные медали, но за 2 сезона в РФПЛ сыграл всего 9 встреч. По ходу полуторагодичного чемпионата сменил краснодарскую прописку на нальчикскую, затем отправившись доигрывать в 2012 в родной Белоруссии. Последней клубной командой Сквернюка до появления в стане ФК Уфа была «Славия» из Мозыря. Всего в российской премьер-лиге потенциальный новичок уфимцев сыграл 62 матча и забил 3 мяча. Имеет опыт выступления за юношескую, молодежную и национальную сборные Беларуси. Михаил Барановский, опытный вратарь, 4 января отметивший свое 30-летие. Уроженец Димитровграда, воспитанник футбольной школы белорусского города Мозырь. Начинал профессиональную карьеру в России в Димитровградской «Ладе Сок». В 2004-м переехал в Балтику, за которую провел 4 сезона. В 2 матчах первенства 2006 пропустил от стерлитамакского «Садовика» 7 мячей. На экваторе выступлений за калининградцев побывал в аренде в «Шахтере» из Солигорска, с которым завоевал бронзовые медали чемпионата Белоруссии. Далее в карьере Барановского была сочинская «Жемчужина», впоследствии снявшаяся с первенства России. Вратарь связывал большие надежды с переходом в брянское «Динамо» и по итогам сезона 2011-2012 вошел в символическую сборную ФНЛ по версии болельщиков. Но и здесь все было великолепно не столь долго. Брянский клуб развалился, а потенциальный новичок Уфы получил статус свободного агента. Минувшим летом Барановский был на просмотре в московском «Локомотиве», но стал игроком «Ротора». Однако в первой половине чемпионата ФНЛ не провел за волгоградцев ни одной игры, отметившись выходом на поле лишь в кубковом поединке. В прошлом выпуске нашего тележурнала мы вкратце рассказали о том, как готовятся к продолжению сезона в 3-м дивизионе дублеры Уфы под предводительством Майка Чамыкеляна. И вот теперь более развернутый репортаж с вкраплениями лирических ноток. У нас сегодня тренируется 34 человека, вот, несколько человек на просмотре, так скажем. Вот. Ищем вратарские линии обороны, у нас проблемы обороны, вратарские линии. Вот. Пока в данный момент у нас, как скажем, 2 тольяттских ребята, Ягодинский Дмитрий и Киров Павел, вот, на просмотре.
Основной уклон сейчас у нас идет до конца января. Мы будем физподготовка физически. А в феврале уже начнем работать там технически, тактически. Поле, надеюсь, что номер 5 интернате футбольное поле будет почищено для наших Уфа-2. Работать ничего очень хочется, скучно. Мы вышли из отпуска в хорошем настроении, все готовы были. И также у нас каждый год такие предсезонные сборы, физподготовка, потом поедем в Турцию на сборы, там будем только с мячами работать. А так здесь все устраивает, хорошие тренировки. Ну, желательно, конечно, побольше на поле работать. А так все замечательно. С погодой повезло? Да, погода отличная, не холодно, ничего не мерзнет. Один мяч, один мяч. Все, один мяч. Так, вратари. Вратари лишний, вот туда. Вот что вас видно было. Так, здесь сколько? 2, 4. Все, иди, да, правильно. Вот здесь начали. Вратари тоже квадраты. Все, пошли. Каково себя чувствовать ветераном в не столь ветеранском возрасте? Ну, я не самый еще старший, я еще постарше. Да и вообще себя не чувствую как ветеран, даже в голове нет такого, что ветеран. Я обычно, как и все, так же чувствую себя отлично. Даже в душе еще с ними, наверное, такой же возраст, как и в основном все ребята. Действительно очень рад, что взяли тренироваться за дубль. Погодные условия просто замечательные. Тренироваться одно удовольствие. Просто раньше мы тренировались только в залах. Сейчас вот погодные условия отличные. Работаю над физикой. Какие цели перед собой ставишь вот именно на этих тренировках? Ну, первоначальная цель отлично, стабильно тренироваться, чтобы попасть в список кандидатов на сборы в Турцию. Пока на первом месте идем вообще, и поэтому, скорее всего, будем бороться за первое место. Основная задача хотя бы в карьере своей первое место занять. Урал, Западная Сибирь, 3-й дивизион. Когда видишь, когда дети заняты каким-то полезным делом, а футбол это, я считаю, одно из полезнейших дел в жизни молодых, ну и не только молодых людей. Для здоровья это всегда полезно, а пример такой вот для молодого вот болельщика, а возможно в будущем футболиста, это своими глазами увидеть, как это все происходит, не только летом, но до лета мы еще посмотрим, как все это будет происходить. Но мы сюда постоянно приходим, мы всегда это смотрим, нам это нравится, естественно, конечно. Да. Теперь о мини-футболе. Второй игровой тур республиканского первенства прошел в Уфе. И вновь не обошлось без увлекательных по сценарию поединков.
Паркет уфимского спортинтерната номер 5 субботним утром приютил квартет команд. Для 3 из них это был дебют в турнире. Уже одержавший 2 крупные победы УФМС «Старт» из поселка Жуково на сей раз экзаменовал новичка – команду «Гидравлика», составленную из футболистов-сурдолимпийцев, в конце прошлого года пробившихся в высшую лигу российского первенства среди слабослышащих. Уфимцы держали удар перед одним из главных фаворитов. Первый тайм завершился в ничью 1-1. Лишь в концовке второго за счет опыта стартовцы сумели забить несколько мячей и продолжили коллекционировать крупные виктории. Турнирные, как таковые, наши цели, определенно говоря, нету, но все равно стараться в каждой игре показывать максимальную отдачу, совершенство в игре, ну и постараться, конечно, где-то, если получается, то обыгрывать соперника. Это вот первостепенная, первостатейная, так скажем, задача на сегодняшний год. А дальше уже по мере нашего дальнейшего поступательного движения мы будем, думаю, двигаться вперед. Ну, ребята молодцы, старались, надо отдать им должное. Они все-таки играют немножко в другой футбол, чем мы. И, как бы сказать, у них состав сыгранный, и пару человек добавилось более высшего класса, и поэтому они показали хорошую игру. И второй фактор – это очень душно в зале, здесь невозможно, задыхаешься. Команде Башкирского аграрного университета, параллельно выступающей в первой лиге первенства страны, в качестве стартового соперника во внутреннем турнире достался уфимский «Олимп». Коллектив Дмитрия Колоскова значительно усилился игроком профессиональной команды 2-го дивизиона из Сызрани Эриком Аминевым. Именно он стал автором первого гола в матче. У нас команда как бы только образовалась, и игроки как бы не сыграны, и вместе ни одной тренировки не провели, как бы вот позвонили, сказали помочь, я приехал, как бы никого не знаю, что толком пару человек видел, вот, и из-за этого такая несыгранность. Но как бы ребята, что могли, то и сделали, показали, на что они способны, как бы на данный момент. Не надо лететь сейчас, контроль мяча, только быстрее. Отдали, открылись. И мы статично все, стоим. Пацаны, мы не двигаемся. Из-за этого они нас успевают накрывать. И у них желания столько, сколько у нас нет. Побыстрее тогда. Все. Но команде Юрия Подбельского во многом за счет тренерской харизмы удалось переломить ход игры и одержать нелегкую победу 3-2. Против нашей команды все будут настраиваться с двойной энергией, потому что мы, как участники первенства России, из-за этого все хотят доказать, что они сильные игроки соперников. И попробовать, чтобы попасть к нам в команду, я так думаю. Следующий тур пройдет в Октябрьском, где вступит в бой местная команда «Дивон», еще один фаворит из республиканского чемпионата. Вы смотрите футбольную программу на БСТ. В Сочи на полях футбольно-тренировочного комплекса «Дагомыс» прошел традиционный рождественский юношеский турнир «Дагомыс Джуниор Кап». В нем приняло участие 3 башкирские команды, представляющие Уфимскую спортшколу номер 10. 10 возрастов, поля 3 размеров и, соответственно, разный количественный состав участников матчей. Кроме того, организаторы предусмотрели множество развлекательных мероприятий, а также своеобразную тренерскую спартакиаду по интеллектуальным играм. К сожалению, на групповой стадии футбольного турнира уфимские команды выступили неудачно. Ребята 96-го года рождения не сумели набрать ни одного очка. Чуть лучше сыграли наши юные спортсмены 97-го года рождения. Ведомые лучшим бомбардиром в своем возрасте Романом Фахридиновым, они заняли 3-е место в группе. Обе эти команды тренирует наставник Андрей Горшунов. Подопечные Рашида Фазлыева, игроки 2001 года рождения, практически решили задачу выхода в следующий раунд, но уступили это право соперникам лишь по дополнительным показателям. Надо сказать, что определенные коррективы в проведении матчей внесла ненастная погода. В целом, юная уфимская поросль получила отличный опыт в соревнованиях высокого уровня. Мы очень рады, что находимся в городе Сочи в зимние каникулы на соревнованиях. Прекрасная погода, играем с хорошими командами. Но если у нас в Уфе был манеж, свой манеж, который нужен, я считаю, это первая, главнейшая задача построить манеж в городе Уфе. Если был манеж, такой необходимости выезжать в Сочи зимой не было. Герои нашей следующей зарисовки играют в футбол на снегу уже несколько десятилетий. Когда-то еще мальчишками они облюбовали площадку одной из соседних школ. И с тех пор традицию погонять в футбол в выходные не отменяли никогда. Ну, это вот составом мы уже 20 лет играем. С 90-го года, 91-го года. Вот мы все с этого двора, вот в этом доме я жил. И вот мы в 91-м году начали играть. И каждое воскресенье зимой, а вторник, четверг летом, когда садовые дела, мы в любую погоду играем. Поэтому в воскресенье мы ждем,
именно чтобы прийти, поиграть, побегать. Это для нас, я думаю, самый лучший отдых. Перед футбольным мячом все равны. Эту спортивную теорему уже не юноши, но еще не старцы доказывают коллективно. Показатель эмоций и азарта зашкаливает, а снежные сугробы добавляют трудностей не столь технически подкованным футболистам-любителям, среди которых немало профессионалов в своей области. К примеру, одни из ворот защищает легендарный уфимский хоккеист. Погода не пугает. Мы играем до 30 градусов. Мы можем спокойно переносить и все. Даже сейчас вот ветер на улице, да? Я думаю, это спокойно переносится. Мне так кажется. Поэтому приходится получать удовольствие. Преимущество дворового зимнего футбола, отсутствие строгого хронометража матча и искренность общего судейства, трудовые голы и ненаигранные, но сумбурно красивые комбинации. А в награду заряд бодрости на предстоящую рабочую неделю и уверенность в том, что, по крайней мере, именно в этом дворе у тебя остались самые настоящие друзья детства. Такой была очередная футбольная неделя в нашей республике. Мы продолжаем следить за хроникой событий в спорте номер 1 и напоминаем, что работаем под девизом «Футбольный клуб Уфа. Даешь премьер-лигу». Увидимся через неделю. Чем лежать? Это же здоровье, это общение, это наши, мы все друзья. Здесь нет должностей, здесь нет чиновников. Здесь ребята есть и бывшие спортсмены, и чиновники, и бизнесмены. Здесь на поле нет никого, все равны, все друзья. И ты споешь про свет в любимом окне, про звезды, что в тишине над горизонтом горят. И ты споешь, и тихо клены вздохнут, и вновь тебе подпоют ребят с нашего двора. С нашего двора